Она была человеком энциклопедических познаний. Она наизусть знала всего Пушкина. Не только поэзию, но и, извините, прозу цитировал, потому что она была, в общем, там пушкинистом. И многие ее ученики, они перевели, и, там, скажем, Евгения Онегина. Представьте, Евгений Онегин в переводе на японский язык, там Достоевского один из ее учеников перевел всего. Там профессор Курода, например, тоже известный, в общем, человек, тоже очень много переводов было сделано. И они относились к ней, конечно, с большим почитанием, с большим. 36 лет жизни в Японии. За плечами ученики в литературе и живописи, а самое главное – свой собственный неповторимый стиль. Синтез европейского и восточного искусств. А за это время в России были разрушены христианские святыни, прокатилась волна репрессий. Страшным катком по людским судьбам прошла война 1941 года. Свою жизнь в Японии я могла бы назвать счастливой, если бы не мысли о родине, которая меня так тянула, что каждый пароходный гудок пробуждал острую тоску. Провожать Варвару Дмитриевну пришли ученики и коллеги, знакомые и близкие, среди которых она пользовалась непререкаемым авторитетом. Впереди была новая, уже другая жизнь. В 1958 году сестры Бубновы поселились в Сухуми. Этот выбор был не случайен. Во-первых, здесь жила их старшая сестра Мария, ну а во-вторых, по их собственному признанию, природа Абхазии была похожа на японскую. Мне нравится здешний народ. В них есть что-то теплое и детское. Познакомилась с двумя поэтами. Один имеет уже книгу с названием «Горные тропы» с очаровательными вещами об Абхазии. Если у вас не достать, я вам пришлю. Его зовут Фазиль Искандер. С Варварой Дмитриевной я познакомился почти сразу, когда она приехала в Сухуми. Сама она произвела замечательное впечатление не только своими работами, которые мне показались очень значительными. Мне так кажется, от долгого пребывания в Японии она сама слегка напоминала японку. Как будто бы как-то вот человеческий облик приспосабливается к той среде, в которой он живет. Наше правительство назначило мне хорошую пенсию как лектору университета города Токио, имеющему 30-летний стаж. Но я хочу работать в Абхазии как художник и внести свой труд в область искусства Абхазии.
Для этого мне необходимо иметь хотя бы небольшое помещение для моей работы. На знаменитой Платановой улице города Сухум стоит дом номер 34. В этом доме 20 лет жила русская художница Варвара Дмитриевна Бубнова. Сюда из далекой Японии к ней приезжали ученики. Здесь коротали свои вечера молодые художники и писатели Абхазии. Сегодня здесь живет совсем другая семья. Когда Варвара Бубнова приехала в Абхазию, ей было уже за 70. Но она энергично включилась в местную творческую жизнь. Но можно было отвести душу. Я тогда, например, увлекался Хлебниковым, увлекался Востоком, буддизмом, дао-дэ-дзином и такие. Но, естественно, мне было очень интересно, потому что у нее даже были подлинники работ Мунаката. Это известный Мунаката-сан, японский художник, известный в Америке в то время. И они вместе в одно время, в общем, работали в Японии. Я думаю, что она была глотком воздуха свежего, кислорода, понимаете? Одним из первых друзей в Сухуми для Варвары Дмитриевны стал молодой, тогда еще писатель Джума Ахуба. Наше знакомство началось вот так. Моя повесть и рассказы вышли на японском языке. А потом, значит, я как-то услышал, что в Сухуми живет женщина, художница, которая жила, работала в Японии. А меня, конечно, очень удивило, как это в Сухуми живет художница, русская художница, которая работала в Токио. Я, конечно, сам пришел к ней, а вышла, значит, небольшого роста. Она, конечно, уже была пожилая женщина, очень вежливая. Я сказал, вот такой-то, какой-то пишущий человек. Она обрадовалась. Я привел с собой на японском языке. Она удивилась, как абхазский вот идет на японский язык. Довелось познакомиться с Варварой Дмитриевной и абхазскому искусствоведу Азе Аргун. Уже много лет хлопочет она по поводу музея сестер Бубновых. Было день рождения Варвары Дмитриевны. Я была просто потрясена. Понимаете, вот меня поразило, вот я пишу в своей статье, вот ее яркие голубые глаза. Понимаете, они были по-молодому такие яркие, вот у нее глаза светились добром. Именно это я прочитала в ее лице, во всей ее маленькой хрупкой фигуре. Все, кто знал Варвару Дмитриевну, отмечают ее удивительную простоту в общении с людьми, доброту и деликатность, какое-то философское спокойствие и мудрость. Она была каким-то очень молодым человеком, понимаете, как вот Маяковский когда-то написал: «У меня в душе ни одного седого волоса». Вот примерно так, вся седая, вся такая даже прозрачная была сама по себе, вот светилась она, как Будда, если можно так сказать. И помню вот этот свиток Мунаката, как раз Бодхисаттва там был изображен. Она очень любила Абхазию, очень любила. Особенно природу любила. От нее была аура доброты. У нее глаза как малыша, слушай. Она вот так смотрит, как ангел. Ангел. Может, от доброты, наверное, она прожила почти 100 лет. Дом Бубновых в Сухуми был маленьким островком Японии в Абхазии. На стенах висели картины японских художников. Почти все предметы обихода были из страны восходящего солнца.
Постоянно приходили письма, а потом стали приезжать в Сухум и ее японские ученики. Они приезжали в Советский Союз, чтобы именно ее увидеть. И какие-то лекарства полностью они привозили, обеспечивали. И, в общем, все же она и привыкла и к этому рациону, питанию. И привозили все, и рис, и сою, там именно японские, понимаете, там. Ну, могли привезти там японские виски, саке, естественно, там вот. Ну, в общем, она была очень благодарна всегда Японии и всегда говорила об этом. Конечно, очень любила Россию, вот. Очень нравилась Абхазия. Япония потрясла Бубнову еще и тем, что в месяц Нюбай там постоянно шли дожди. Все буквально плавало в дожде. По признанию Варвары Дмитриевны, у нее было такое чувство, что она сама превратилась в дождинку. Она засыпала и просыпалась под звуки капель, падающих с крыш. И у нас в Абхазии есть свой Нюбай, правда, дожди не такие затяжные, и солнце радует чаще. Однако Варвара Бубнова все время подчеркивала природное сходство между Японией и Абхазией. Сухуми сейчас очень хорош. Видно, что погода не собирается обижать нас. Чудная осень, и цветет и благоухает мушмула. В Японии она не благоухала, а здесь такой нежный, тонкий запах. Я рада, что живу здесь. В Сухумском ботаническом саду очень много растений из Японии. И в дожди, и в жару они прекрасно чувствуют себя в абхазских субтропиках. Японцы очень любят свои ухоженные сады и дворики. И у абхазов точно такое же отношение к своим приусадебным дворам. Конечно, она не ставила задачу и цель этнографически изобразить или отобразить жизнь и быт абхазов, но и тем не менее она показала, значит, абхазский домик, возможно, с которыми как бы уходит корнями 30-е годы домик, но зато великолепно передан широкий двор. Абхазский дворик написано в излюбленной для Варвары Дмитриевны технике. Пользовался акварельными красками. И в данном случае, конечно, в цветовом отношении не самые ее излюбленные цвета. Почему? Потому что она часто пользовалась светлыми, значит, горячими, теплыми тонами. В данном случае мы видим зеленый цвет, синеватый цвет, ультрамарин и так далее. Это не совсем характерно. И тем не менее, видимо, этими цветами она хотела отобразить в своей работе абхазский двор.